Однозначно нет, если мы будем говорить с вами о каких-то принудительных сборах. Этого просто не должно быть. Ни на газеты, ни на театры, ни на кино, если речь идет о принудительных каких-то сборах. Но здесь надо сказать о том, как вообще поставлена работа с каждой отдельно взятой школы с родителями, понимаете? Если родитель заинтересован сам в том, чтобы их ребенок, скажем, с коллективом вместе посетил, может быть, ну, какой-то фильм или театр, цирк, может быть, да, но это должно все равно обсуждаться самими родителями, потому что те средства, за счет которых дети посещают, это все-таки средства родителей. В первую очередь этими средствами должны распоряжаться сами родители. Поэтому, видите, это вот деятельность наших родительских фондов и родительских объединений, она регулируется на сегодняшний день законом о некоммерческих организациях. Здесь я считаю, что здесь надо говорить только о том, насколько правильно выстроена сама работа этих фондов и объединений. Однозначно, что есть какие-то перекосы, во многих школах существуют эти проблемы, когда вовлекаются учителя, скажем так, в этот процесс. Да? Но я думаю, что здесь нам надо сейчас поставить, скажем так, какие-то новые подходы в работе попечительских советов. Это международная практика, она себя оправдала. Да, я хотела бы привести вот в пример, скажем, тот же попечительский совет одного из наших университетов в рамках межправсоглашения Кыргызско-турецкого университета Манас. Я и сама являюсь членом попечительского совета. Мы ежегодно собираемся, полностью обсуждаем вопросы формирования бюджета, расходования средств вот этого университета. Да. Руководство университета полностью отчитывается. Да. Я думаю, что когда правильно выстроена вот эта работа, там проблем не возникает.